уже как сын. Он ко мне пришел 6 лет. Вот. Представь, сейчас ему 30 лет. Вот он, 24 года он у меня. Постоянно, он и по юношам на международной арене боролся, он призером был и по юношам, и по молодежи, и по взрослым. Он регулярно показывает стабильные результаты. Во-первых, он борьбу очень полюбил сразу, это сразу видно. Он отличался от других ребят, он с таким рвением начал тренироваться. Вот. Если он приходит на тренировку, других надо подгонять, заставлять. Ленур, он раз пришел, он работает. К нему претензий никогда нет. Он очень любит борьбу. Я иногда не сильно помню, когда у меня было особо детство такое, чтобы я без тренировок проводил. Там были, конечно, моменты, когда, детский сад, улица, ребята, друзья, там игры. Но когда начался школьный возраст, я точно помню, что был распорядок. Школа, обед, тренировка. Потом уже к молодежному возрасту уже добавляется тренировочный процесс, естественно, и был режим такой, что зарядка. Особенно у нас, я помню, в 6 часов была зарядка утром. Бегали зарядку, час где-то примерно, потом готовились в школу, и после школы опять тренировка. Были случаи в моем жизненном спортивном пути, когда я видел ребят, которые, даже в моем весе были ребята, и я даже их на сборах видал, своими силами подключались на тренировочные процессы, на сборы, находили где-то, я не знаю, там своими силами, естественно, для этого нужны финансы, может, какие-то, и дома у себя там они останавливались, усердно занимались, но, допустим, я в маленьком возрасте постоянно на уровне чемпионата страны, там, первый номер чемпионата страны, они не могли войти в десятку. Я многих таких ребят знаю. Они ходили 3 года, 4 года, усердно занимались и уже выходили на уровень пьедестала и даже конкурировали со мной. И я таких ребят знаю, не понаслышке. И сколько я видел, не особо талантливые ребята, когда своим упорством и усердством тренировочным и достигали вершин нормальных. Такое бывает, и никогда я не скажу, что если проигрываешь, нужно все завязывать и уходить. Любой международный турнир уровня Европы, чемпионата мира, ты понимаешь, что с тебя наблюдают все родные, весь мир. И самое основное, конечно, это последняя цель, это Олимпийские игры. В 2012 году у меня был очень важный старт на Олимпийских играх в Лондоне, который я прошел, и с поражением, конечно, недоволен был своим результатом. И из-за этого и продолжил дальше. И хотел уделить время, которое оставшее есть еще одной подготовке, работы над ошибками и побывать там еще раз. В 2017 году у меня стоял выбор, от самого себя, естественно, он зависел, завязать, повесить борцовки на гвоздь или продолжить. Для любого спортсмена профессионального очень тяжело, когда, я думаю, это как мое мнение, что в лет 40-50 начнешь задумываться о том, что а вдруг бы ты смог сделать больше. И тем более, когда ты знаешь, что еще были силы, еще было время, и это, можно сказать, как раз-таки спортивный смысл жизни для любого спортсмена, узнать вообще, на что он был способен в своей карьере. А если ты это не узнаешь, это будет тебя грызть до конца жизни, можно сказать. И это тоже повлияло на мой выбор остаться. Есть, конечно, интерес у меня к ребятам и передать свои возможности, свои способности. Есть, конечно, интерес такой, и тренировки проводить, и есть и в планах тренером быть, но уже Алладам Бли, что будет дальше, как говорится, наперед загадывать не люблю.